отопление выставлено в квадратных метрах, то есть по нормативу, либо по каким-то нам непонятным. За январь выставлен в гигакалориях, но сумма сразу же выросла, и мы провели расчеты вчера с нашим домом. От выставленного счета за отопление волосы дыбом, говорит житель Казани Рустем Хабибулин. Мужчина уверен, его обманывают, заставляют платить за себя и за того парня. Вот уже несколько лет Рустем пытается отстоять свою правду. Сейчас готовит документы, чтобы подать в суд. По индивидуальным приборам учета отопления суммы не принимают, выставляют как долги. Как такое может быть, не понимает казанец. Рустем, переезжая в новый дом, планировал наоборот, платить меньше. Так получилось, что управляющая компания отказывается принимать эти приборы учета, говорит, что они не установлены и не введены в эксплуатацию. На этой неделе Рустем обратился за помощью в Общероссийский народный фронт. Эксперт ОНФ, представитель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов говорит, что таких сигналов от жителей не только Казани, но и других городов республики больше всего. Причем люди жалуются не только на произвол управляющих компаний, но и в целом на завышенные тарифы на тепло. За 3 года Нижнекамск, весь город, переплатил 5,7 миллиарда рублей за отопление. У нас по Казани за 10 лет мы с вами переплатили 10,5 миллиардов рублей. Понимаете? Ежегодно мы с вами переплачиваем порядка 1,5 миллиарда рублей. Можно ли снизить тарифы на тепло для населения? Уверен, для большинства жителей столицы сама постановка вопроса покажется странной. Как снизить? Не повысили бы? Именно на этих строках и играют поставщики ресурсов. В компании ТГК-16 считают, что тариф на тепло уже сейчас в Казани можно снизить и не повышать. Если бы источник ТГК-16 Казанская ТЭЦ-3 был бы загружен, то тариф уже сегодня для конечных потребителей города Казани, для населения мог бы снижен быть порядка до 20%. Тариф увеличится не более чем на тот индекс инфляции, который допускается. Откуда такая разница в подходах? Давайте разбираться. Потому как на публичных слушаниях в столице Татарстана, где в понедельник обсуждали схему теплоснабжения Казани до 2033 года, доводы и аргументы ТГК-16, считает Динара Гельмудинова, услышаны не были. С нами вообще поступили некрасиво, говорят в компании. До начала слушаний планировалось обсудить один вариант схемы. В самый последний момент его резко поменяли. В ТГК-16 считают, это было сделано преднамеренно. Буквально за несколько дней до слушания и даже в день слушаний были присланы новые варианты от разработчика, которые кардинальным образом меняют позицию по схеме теплоснабжения. И разработчики, и город принимают этот вариант. Он самый выгодный для потребителей. В компании ТГК-16 с этим согласиться никак не могут. В чем главная задача схемы теплоснабжения? В том, чтобы обеспечить население бесперебойной поставкой тепла по выгодным тарифам. Где самые низкие тарифы производства тепловой энергии? На Казанской ТЭЦ-3. Есть и средства доставки ресурсов до населения. До 2013 года город забирал с ТЭЦ-3 около 1,5 миллиона гигакалорий. Сейчас по новой схеме теплоснабжения собирается брать чуть более 700 тысяч, то есть в 2 раза меньше. Более того, это требование федерального закона обеспечивать население теплом в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии. Если проводить сравнение, то таким источником является Казанская ТЭЦ-3. Она имеет крупного промышленного потребителя, и ее удельные переменные затраты и топливная составляющая на производство горячей воды ниже, чем у Казанской ТЭЦ-2 и значительно ниже, разумеется, чем у котельной Савинова. Сегодня на тепловом рынке Казани есть 3 крупных игрока – Татэнерго, ТГК-16, ТЭЦ-3 и Казэнерго. Есть еще и мелкие котельные, но в этой схеме у Татэнерго монопольное положение. Хотя бы потому, что основные средства доставки тепловоды, коллекторные системы в их ведении. Этим положением они и пользуются, считают в компании ТГК-16, искусственно занижая объемы тепла с более дешевым теплом с ТЭЦ-3, чтобы загрузить свои ТЭЦ и котельные с более дорогим ресурсом. Геннадий Сомов 44 года занимался вопросом теплоснабжения в Татэнерго. Был заместителем начальника службы перспективного развития. Рассказывает нам интересную деталь. Действительно, вот сейчас Казанская ТЭЦ-3 недогружена. Причина какая? Не может выдать запертую мощность.
Да. Значит, ее ограничивали, что нет своих трубопроводов передачи теплоэнергии от ТЭЦ-3 в город. Это неправильно, неправда. Мы, когда расширяли ТЭЦ-3, когда расширяли ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, строили котельные, все эти котельные станции у нас объединены в единую систему. Но произошло разделение, и в районе первой задвижки оргсинтеза поставили заглушку. Первый заместитель генерального директора Татэнерго Айрат Сабирзанов возражает. Говорит, искусственно никто доступ дешевого тепла в схему не ограничивает. Нет, такого нет. Там есть несколько ниток, и некоторые нитки, соответственно, они там могут быть выведены могут быть не задействованы поставки тепловой энергии. Но это не ограничивает поставки тепловой энергии потребителям. Что еще влияет на схему, аргументирует свою позицию Айрат Сабирзанов. Ряд крупных потребителей перешли на собственную выработку тепловой энергии, например, КАПО и КМПО. Происходит снижение со стороны коммунального сектора. Город активно развивается, очень активно застраиваются квартала. Появилась Казань-Арена, которая потребляет достаточно большое количество тепла. Произошло таким образом, что выбытие от них потребителей на тепловодах в начале и появление на конце тепловода крупных потребителей привело к тому, что гидравлические режимы не были способны дотащить нужного качества и с необходимой надежностью эту тепловую энергию до конечного потребителя. Несколько лет назад именно Татэнерго своими тарифами вызвала уход от себя крупных промышленных потребителей, таких как КАПО и КМПО. Этим компаниям стало выгодно включить свои котельные, но при этом сейчас Татэнерго продолжает вести политику, которая не снижает, не направлена на снижение тарифов, а, соответственно, увеличивает загрузку собственных источников в некомбинированной выработке. Цифры все-таки упрямые вещи. Они наглядно показывают, что тарифы на тепло у Казанской ТЭЦ-3 существенно ниже, чем у конкурентов из Татэнерго. И даже тарифы для конечного потребителя, те, что мы видим в платежах с учетом всех потерь и затрат энергетиков, более чем красноречивы. Сегодня самый дешевый тариф за тепло в Казани установлен для жителей Салават-Купэрэ. Это жилой район, полностью запитан от ТЭЦ-3. Директор управляющей компании Станислав Насонов высказывает нам опасения жителей. Сокращение объемов у ТЭЦ-3 может привести к росту тарифа. И, несомненно, любое изменение структуры повлечет за собой увеличение тарифа. Ну и, несомненно, это ляжет бременем на жителей, собственников жилых домов. Я вынужден заявить, что проект схемы, вынесенный исполкомом города Казани на публичные слушания и состоявшийся 5 февраля этого года, в корне отличаются от того варианта, который был выложен на официальном сайте. Больше минусов для себя от новой схемы теплоснабжения видят и на Казань-Оргсинтезе, главном промышленном потребителе ресурсов ТЭЦ-3. Есть вопросы у экспертов и по надежности схемы теплоснабжения Казани. В ТГК-16 отмечают, что она не учитывает ряд важных деталей. Что касается надежности схемы теплоснабжения, действительно, Савиново, котельная Савиново, не имеет резервного топлива, оно работает только на газу. Казанская ТЭЦ-2 в качестве резервного топлива использует уголь. В случае аварийной ситуации и проблем перебоев с подачей газа, возможна такая ситуация, когда город останется без тепла. С точки зрения надежности проблемы здесь не видим. Ставить точку в этом вопросе как минимум рано, считают в компании ТГК-16. А главное, эта схема не в интересах людей. Да и как объяснить жителям Казани, зачем платить больше? Есть возможность тариф держать и даже уменьшить его. А главное, кому это нужно? Тимур Бекмурзин, Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней.